Здравствуй, уважаемый зритель! Вы на канале Таро Кошкин дом. Сегодня предлагаю вашему вниманию общий Таро-прогноз для знака зодиака Козерог на период с 1 по 10 мая 2020 года. Работать будем на 3 колодах. Первая колода нам скажет главное событие этого периода. Вторая – личная жизнь. И на третьей мы посмотрим работу и финансы. Так, колоды у меня уже подготовлены. Будем выкладывать. Личная жизнь. Здесь у нас будет 3 позиции для людей, которые в данный момент одиноки, для тех, кто в браке, и для тех, кто в паре, но не в официальном браке. Работа. Также смотрим по 3 позициям. Для тех, кто не работает, ищет работу. Для тех, у кого она есть, что там происходит. И для тех, у кого свой бизнес или самозанятые. 4-я позиция. Финансы. Итак, открываем. У вас здесь прям время соблазнов, знаете. Отовсюду может прийти соблазн. Он отовсюду может прийти. Знаете, вот может быть в личных отношениях захотите сходить на сторону, да? Ну вот пришла соседка в халатике за солью. Соблазн ведь? Соблазн. На работе может проиграться какая-то ситуация. Захочется воспользоваться ею. Может, друзья вам предложат какую-то аферу. Скажут, давай-ка мы сейчас это замутим, и будет вот так все клево и здорово. Но карты здесь говорят, что клево и здорово, может быть, поначалу, но за это все равно придется вам потом отвечать. И то, что кажется вам, что никто не узнает, не догадается, все будет покрыто мраком. Нет, так здесь не получится. Вам все равно придется за это отвечать. Но карты показали вам, видите, что если вы воспользуетесь такой ситуацией все-таки, то придется за все отвечать. Но вариантов, видите, может быть много. И самое главное, что карты показывают, если вы все-таки соблазнитесь, за это в будущем вам придется расплачиваться. Так, ну теперь смотрим личную жизнь. Первая позиция для лиц, которые в данный момент одиноки. Здесь я вижу женщину, которая старается своими поступками, действиями как-то наладить отношения с мужчиной. Ну вот вы стараетесь как-то ситуацию повернуть, какие-то действия предпринимаете, чтобы у вас завязались все-таки отношения. Но пока у вас не получается это. И уже начинаете сомневаться в себе. Может, я что-то делаю не так, и вообще нужно ли мне это. И вот здесь карта подсказывает, если вы все-таки хотите этих отношений, продолжайте в том же духе. Настойчиво, скрупулезно, потихонечку, и у вас есть очень хорошие шансы, что все-таки это произойдет. А кто-то, может быть, уже так разочаровался, что и думает, да ну его нафиг, устала я от этого, вкладываться, что-то делать, предпринимать, не хочу я больше этого. Но здесь уже каждый решает по-своему, как ему поступить. Да, как вариант, здесь еще такая женщина есть у нас, которая вся в работе, в делах, ей даже некогда заниматься и думать о личной жизни. Работа, карьера на первом месте. Знаете, как в песне? Первым делом самолеты, а девушки потом. А у вас наоборот. У вас первым делом на первом месте работа, отношения подождут. Не столь они для вас сейчас важные. Так, следующая позиция смотрим для людей, которые находятся в браке официальном. Так, рыцарь мечей и колесо фортуны. Здесь у вас складывается, знаете, такая ситуация, что вам приходится
решать какие-то важные, значимые события, проблемы в жизни. Может быть, это касается каких-то платежей, выплат, там, кредиты, ипотека. Если у вас съемное жилье, может приходится договариваться с хозяином жилья, квартиры, дома. Возможно, в отношениях с мужем вы отстаиваете свою позицию, что-то происходит, и вы говорите, нет, должно быть так, именно вот так. Но приходится так за себя постоять. Жестко, четко, настойчиво. У кого-то из вас проиграется, как будто в вашей семье кто-то еще добавится. Но это не обязательно роды, там, рождение ребенка. Возможно, вам придется взять над кем-то опеку. Но это может быть и не ребенок, а может быть какие-то пожилые люди, ваши родственники или знакомые. Но здесь у вас вот время действовать. Такие события по судьбе, судьбоносные. Так, теперь следующая позиция. Для тех, кто в паре, но не в официальном браке. Но здесь вы со своим избранником куда-то собираетесь поехать. Может быть, на природу, может быть, к друзьям за город. Ну, куда бы вы ни поехали, у вас будет поездка очень приятная. А кто-то дома будет, и будете также приятно проводить время друг с другом. Если у вас до этого были какие-то ссоры, неполадки, рассорки, вы знаете, вот сейчас в данный период у вас все наладится. И будут очень такие гармоничные и хорошие отношения. Вам будет очень здорово, хорошо вместе. Так, следующая позиция – работа. Для тех, кто ищет работу. Ну что, смотрите, кто в недавнем времени был уволен или сокращен, может, кого-то отправили в вынужденный отпуск, вам с этого места работы поступят денежки. Возможно, какие-то выплаты, компенсации или задолженности по работе. Если вы судились, знаете, какой-то конфликт был у вас, вы сможете себе тоже отсудить компенсацию, вам ее выплатят. И еще как вариант, вы, когда ищете работу, отсылаете резюме или общаетесь с работодателем, вот здесь сейчас важно, чтобы вы указали честно, правильно ту профессию, которой вы владеете. Знаете, не придумывайте себе, что вот что бы ни предложили, я соглашусь, а там я справлюсь и все будет нормально. Здесь вот вам нужно сейчас честно заявить. Если вы это сейчас не сделаете, впоследствии, уже в процессе работы, будут какие-то проблемы. Но как вариант вы можете что-то испортить в процессе работы. Знаете, когда вы не знаете, как это делать. Или по срокам провалите все. Или может быть материальный убыток. И вам придется за это отвечать. Возможно, даже какие-то компенсации выплачивать. И здесь карты подсказывают, видите, лучше займитесь то, что вы знаете, умеете, а не хвататься за что попало. Все равно дешевле обойдется. Следующая позиция для тех, кто работает в данный период. Карты показывают, что да, вы работаете, но у вас какой-то страх есть, что может сложиться ситуация, при которой вас или сократят, или уволят, может предприятие закроют. И вы уже начинаете подыскивать что-то другое, приглядываться, прислушиваться. Может, какое-то место новенькое подвернется. Учитываете это все. Еще как варианты, возможно, вас хотят отправить на повышение курсов, квалификации, знаете, чему-то научиться. Но вы боитесь почему-то ехать по какой-то причине. Может, у вас еще как вариант на работе руководство сменилось и требует, чтобы вы работали вот не так, как раньше, а вот по-другому. Тоже приходится, знаете, изворачиваться, учиться чему-то, искать какие-то выходы, какую-то информацию фильтровать, чтобы справиться с этим процессом, с этой работой. Но еще как вариант, возможно, боитесь, что не справитесь с тем объемом работы, который на вас повесили. Будьте поувереннее. Карты показывают, что эти страхи все только в вашей голове. Вот теперь следующий вариант для тех, кто в бизнесе, у кого свой бизнес. Что там происходит? Кто-то сидит и сам себя нагнетает. Знаете, вот все плохо, все разрушается, рушится, летит куда-то в тартарары. Все плохо, у меня ничего нет, ничего не получится, я пропал. Понимаете, вот кто-то чисто в голове себе это накручивает.
А у кого-то действительно складывается ситуация, когда бизнес рушится. Еще как вариант, вам, возможно, в прошлом кто-то помог по работе, что-то сделал для вас, для развития бизнеса, может быть, еще какая-то ситуация. И теперь этот человек манипулирует вами, хочет воспользоваться нынешней ситуацией, чтобы, может, забрать ваше дело, может как-то повернуть в свою сторону что-то в убыток вам. Но знаете, в любой ситуации, вот здесь карты показывают, что у вас есть шанс побороться за это. Предпринять какие-то шаги, что-то сделать. Ну, примените каждый на своей ситуации, так внимательно вникните в дело. И у вас здесь есть шанс, что если вы сделаете какие-то шаги, какие-то действия, в дальнейшем сможете вытащить эту ситуацию, и у вас все наладится в работе, в вашем деле. Конечно, это не сейчас, это где-то за горами, но надежда есть. Не опускайте руки. Так, четвертая позиция – финансы. Давайте посмотрим. Вот, финансы. Так, ну ситуация, конечно, сложная, трудная. Будете просить денег. Может быть, у знакомых, у друзей, у родственников. Кто-то попытается, возможно, кредит взять. Вот на данный период времени, что мы смотрим, денег вам не дадут. Единственное, вам помогут, знаете как, поддержкой, добрым словом. Кто-то вам даст какой-то совет. Возможно, в какой-то ситуации физически поможет. Вы кому-то будете помогать. Знаете, здесь такая вот взаимовыручка. И это очень хорошо, что есть кто вам поможет. Самое главное, без помощи вы не останетесь. Вот таким был прогноз для знака зодиака Козерог. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, я их с удовольствием прочитаю. Для меня очень важна обратная связь с вами. И до новых встреч!